Ей было 12, 13 ему. Им бы дружить всегда, но люди понять не могли, почему такая у них вражда. Он злой бомбою весной обстреливал снегом талым, она в ответ его сатаной скелетом и зубоскалом. Когда он стекло мечом разбивал, она его уличала. А он ей на косы жуков сажал, совал ей лягушек и хохотал, когда она верещала. Ей было 15, 16 ему. Но он не менялся никак, и все уже знали давно, почему он мне не сосед, а враг. Он бомбу и по-прежнему звал, выгонял насмешками в дрожь, и только снегом уже не швырял, и диких не корчил рожь. Выйдет порой из подъезда она, привычно глядит на крышу, где свист, где Турманов кружит волна, и даже сморщится: «О, сатана, как я тебя ненавижу!» А если праздник приходит в дом, она нет-нет и шепнет за столом: «Ах, как это славно, право, что он к нам в гости не приглашен!» И мама, ставя на стол пироги, скажет дочке своей: «Конечно, ведь мы приглашаем друзей, зачем нам твои враги?» Ей 19, 20 ему. Они студенты уже, но тут же холод на их этаже, недругим мир ни к чему. Теперь он бомбу ее не звал, не корчил, как в детстве, рожи, тетей химии величал и тетей колбы тоже. Она же гневом своим полна, привычкам не изменяла и так же сердилась. О, сатана, и так же его презирала. Был вечер, и пахло в садах весной, дрожала звезда мигая. Шел паренек с девчонкой одной, домой ее провожая. Он не был даже знаком, почти, просто шумел карнавал, просто было им по пути. Девчонка боялась домой идти, и он ее провожал. Потом, когда в полночь взошла луна, свистя возвращался назад. И вдруг возле дома: «Стой, сатана, стой, тебе говорят!» все ясно, так вот ты какой, значит, встречаешься с ней, с какой-то фитюлькой, пустой, дрянной. Не смей, ты слышишь, не смей, даже не спрашивай.